Сына и Святого Духа. Послание патриарха Московского и всей Руси Кирилла, архипастырем, пастырем, монашествующим и всеверным чадом Русской Православной Церкви по случаю 70-летия избрания митрополита Сергия Строгородского на Московский Патриарший престол. Преосвященные архипастыри, всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры, ныне, неделю 11-ю по Пятидесятнице, с которой совпадает праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери, исполняется 70 лет со дня исторического события в жизни Русской Православной Церкви, избрание митрополита Сергия Строгородского на Московский Патриарший престол. Сегодня мы вспоминаем о том, как в 1943 году, в тяжелые дни Великой Отечественной войны, Господь явил свою неизреченную милость и даровал церкви нашей нового предстоятеля. После блаженной кончины святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси, прошло почти 2 десятилетия, в течение которых патриаршая кафедра вдовствовала. Эти годы стали временем небывалого гонения на веру Христову, массового и планомерного уничтожения православных храмов и святынь, жесточайших репрессий в отношении духовенства, монашествующих и мирян. Гонители самонадеянно полагали, что отсутствие в Русской Православной Церкви первоиерарха позволит им быстро осуществить свой богоборческий замысел. Но в дни страшной войны и тяжелейших испытаний для нашего Отечества злая человеческая воля отступила перед волей Божией и Его всеблагим помыслом. Святейший патриарх Сергий вошел в историю православной церкви как человек, выдающихся духовных дарований и подвижнического служения. С молодых лет он посвятил свою жизнь церковным, миссионерским и богословским трудам. Будучи патриаршим местокрестителем, он прилагал огромные усилия к тому, чтобы сохранить церковь от уничтожения. Вел бескомпромиссную борьбу с обновленческим расколом, раздирающим хитон Христов. Стремление сохранить единство русской церкви и не допустить полного закрытия православных храмов стало основой всех его действий в период гонений. В годы Великой Отечественной войны святейший патриарх проявил себя как деятельный патриот. Под его мудрым водительством народ Божий, отвлекаясь на воззвание первосвятителя, носил свой труд не только молитвенный, но и немалый материальный вклад достижения победы над вероломным врагом. Патриарх Сергий является пример мужества и стойкости, всецелой отдачи себя служению церкви и ближним. В сей знаменательный день призываю всех вас вознести усердные молитвы ко Господу об упокоении преснопоминаемого святейшего патриарха Московского и всея Руси Сергия в селениях небесных. Душа его благих водворится, и память его в род и род.